Что, ребята, всем привет! Морозный денек, февраль месяц, ребята. Выезжаю в лес. Надоело сидеть дома. Целую неделю, ребят, никуда не выезжал. У нас холода, 30-ка. А еще и ветер, и буря, ребята. Вообще невыносимая погода. Ладно, мороз, спокойно, но ветер со снегом еще минус 22, там, допустим. Ощущается как все 40. Все, ребят, выезжаю с поселка. Глубинка, Республика Коми. Тишина в поселке, ребят. Солнышко. Понтонная переправа. Переезжаю реку Сысову и буду продвигаться до села, а потом в лес, ребята. Сегодня хочу съездить на лесную избенку. Там лесная речка небольшая. В общем, просто, ребят, кайфануть. Рыбалки не будет. В целом не будет. Но у меня есть немножко живца. Поставлю, конечно, жерлиц на ночь, так как буду оставаться на ночь. Просто, ребят, кайфануть охота. Рыбалки достаточно, рыба есть. Рыбу мы добывали, так что рыба еще есть. Нет смысла куда-то в такие морозяки там устраивать походы, добыча рыбы. Нет, ребят, хочу просто отдохнуть. Реально в одного. Связи там нету, ребята. Тайга, лес, животные. Я думаю, будет здорово. Вообще классно. Вот такой сегодня лайтовый выход, ребят. Давайте со мной поддержим. Морозик. Рано не поехал. Сейчас 10 час дня. Утром было 28, 29. А сейчас вот 23 что-то там показывает. Ну, в целом такая нормальная температура. Но ехать прилично. 15 километров, наверное, от поселка. Я относительно говорю так, ребят, то, что у нас сразу здесь уже тайга, лес начинается. И в целом, как бы, мы в лесу и живем. 15 километров буду заезжать. Посмотрим. Снега, ребят, намело кучу. Неделю не выезжал. Просто домашняя бураница у меня засыпана напрочь. Буду проезжать поля. Возможно, будет тяжело. Но со мной кофр. Кофр, точнее, вон машинка летит. Немного, ребят, вещей. Спальники, свет, немного продуктов, бензин, лопата. Ну, так, самое необходимое. Вот понтонная переправа, вмерзшая в лед. Тут немного живца, ребята, жерлицы. Ну, здесь там по мелочи. Короче, так, на войте иду. Пила, конечно, топор. Дровишки, не дровишки. Вообще посмотрим. Не был там уже ровно год на этой избе, даже больше. Так что самому интересно, ребят. Давайте, ладно, не будем тараторить. Время идет. Надо добраться. Снега куча. Снег не уплотнился. Он очень мягкий. Будем, наверное, заодно затестируем собаку. Вот как раз сейчас снега, ребят, то, что нужно. Снега уже по пояс, наверное. Так что как раз местами будем смотреть, как она будет справляться. Ну все, ребят, гоним. Ну что, погнали!
Захожу уже в тайгу потихонечку. Красота, конечно. Ну, бураница, ребят, есть она местами. Но на полях ее просто нету. Вообще переметена. Просто вообще в хлам. Так, да, собака, блин, конечно, ныряет. Хорошо ныряет. Ну ничего. В лес захожу, я надеюсь, что она нормально будет. И вот тут примерно ее вот хорошо уже видно. А так по полям шел вообще барханы. Жесть вообще, конечно. Остановился тут возле солнышка, потому что сейчас буду заходить в лес. Поднял сейчас рябчика, в снегу сидел. Вот тут так канава идет, получается. Но в целом, ребят, все шикарно. Пролетел по селу, зашел там на дорожку лесную, и вот потихоньку захожу. Вот здесь дорога такая идет. Бураница. Ну хорошо, что люди ходили. Но мне как бы говорили координаты, что недавно, да, в юге были рыбаки там. А вот с рыбалкой не знаю как. Ну мы не на рыбалку, ребят, едем, мы едем отдыхать. Ладно, что, чай сейчас попью, наверное, и продолжаем движение. Самое еще опасное, сложное все впереди. Сейчас торфяники, бурелаги такие. Вот посмотрим. Очень красиво, ребята. Смотрите, какая красота. Ну вот это уже на зиму похоже, что-то снега по пояс. А то зима не зима была какая-то. Морозы 40 градусов. Вот это уже зима, так зима. Очень красиво, конечно. Бураницу перемело, вот топчу немного дорогу. Местами вот ее видно. Хорошо. Свежие следы были, леса, и заяц прошел. Рябчика одного поднял. Интересно посмотреть волчар. Волчары ходят, здесь нет. Вон лунка какая-то старая. Пока идем. Бор, ребята, беломошник. Здесь белые грибы растут. Красивый бор. В таком запорошенном снегу. Аж стволы деревьев и то в снегу. Красиво очень. Иду потихоньку. Сильно не газую. Нормально. Красота, красота, ребята. Смотрите, какие прелести. Шикарно. Ребята, бор проводил красивым пейзажем, и встретилось болото нас. Вот такой березняк. Болотистая почва. Но зимой, конечно, это не видно. Вот березнячок такой. Частенько здесь рябчики, конечно, встречаются. Но не знаю, вот сейчас только одного за дорогу увидел. Потихоньку ползем. Ну да, хорошенько, что здесь недавно люди были. Так бы я сейчас топтал тут, ой-ой-ой. Топтал бы я тут, страшно дело. Ну что, друзья, вот она, красотка. Таежная река. Вот она, ребята. Набрались. Стоит родная. Красота. Сейчас пойдут поля. Сейчас будем здесь тоже бодаться. Потому что вот что происходит, ребят. Видите? Вот так вот придется бодаться. Вот, ребят, видите? Лунка свежая. Рябчик, наверное, скорее всего. Не, лунка большая, косач, наверное. Вот свежая луночка. Прям возле реки ночевал. Здесь есть поля. Оп-оп-оп-оп. Оп. И березняк. И вот косач любит такие места. Здесь и ночуют. Да, блин, вообще хорошо, что, конечно, дорога есть. Буранка. Я бы тут вообще, конечно, страданул. Страданул бы я здесь, ребята. Смотрите. Снега получается по самые сани. И вот если подбойника не было, вот это бы было все здесь. Соответственно, бы и ход
уменьшился, да и все в снегу бы было. Отбойничек, ребят, штука классная. Он просто прикреплен на саморезы. Так что не надо искать специально сани с носом. Можно купить просто и поставить. Ну тут нормально накатано. Видно, что тут не одна техника была. И жили, наверное, не один день, потому что туда-сюда вот было часто езжено. Широкая буранка здесь. Ребят, я помню себя вот таким. И вот этот весь маршрут перезаливали просто на лыжах, на лямпах, пацанами. Представляете, ребят? С поселка прийти сюда на лыжах зимой. Но у нас дорога составляла в районе 10 часов. Мы шли не спеша. Да, были времена, конечно. Ну что, привет, река. Давно не виделись с тобой. Ну вот, друзья, вот здесь буду пробовать ставить жерлицы. Не знаю, мороз, конечно, такой неприятный. Не особо, конечно, холодно, но такой неприятненький, ребята. Вот здесь такая яма. Здесь поставлю жерлички по тому краю. Место я тут знаю. Ну, у меня еще есть 3 экрана, ребят, для живца. Поставлю на живца экраны. Посмотрим вообще, рыбка ходит, не ходит. Потому что делов много, выехал поздно. Сейчас топтанем до избы сначала. Потом приедем, поставим жерлички и так далее и тому подобное. Или хотя можно, в принципе, сейчас сразу все установить, а потом заниматься делами. Потом приехать, посмотреть, есть толк, нет. 3 экрана, ребята, я купил. Икра 2, яча 20. Не нашел 16, 18, как многие мне советовали. Нет такого, ребят, у нас. Специально для живцов. Потому что здесь можно было жерлицы поставить, там ниже еще яму поставить. Щука не крупная здесь. Также налим тут есть. В основном здесь елец, ребята. Хариус есть, рыба. Речка такая таежная, интересная. Ну, своеобразная, ребят. Она бывает дает, бывает просто вообще посылает. Просто по нулям. А бывает дает. Тут как попадешь. Даже по буранке, ну вот, ребят, видите? Полный сани снега. Это вот сейчас поднакидало. И участок здесь борщевика, ребят. Откуда в тайге борщевик? Здесь, вот именно здесь. Как он сюда добрался, долетел, блин, а? Я в шоке, конечно. Вот единственное, в этом месте, вот тут он постоянно растет. А по всему лесу его нету. Как-то он с человеком, может, с птицами как-то добрался сюда, что ли. Ладно, ребят, я, наверное, сначала сделаю дела рыболовные. Мало ли, на ужин щучка попадется небольшая. Так, вот у меня здесь 3 экрана. Поставим. И жерлички. Но живца, ребята, у меня вообще 5 штук. А то и 2 сдохли с утра. Короче, 3 живца, ребята. Были у меня живцы, но не сохранились они у меня. Все, я не мог выехать из-за морозов. Сейчас будем пробовать поймать живца. И на ночь, если что попадется, поставим. Ну вот, я на реке, ребят. Вот такая ямка здесь. Наверное, самое широкое место, наверное, здесь. Здесь ручей какой-то впадает. И вот тут сейчас возле берега поставлю жерлички. Пока 3. Ну, что делать? Пока 3. Поставим. Да. Снега, конечно. Дай бог, блин. Тишина, ребят.
Спокойно. Ух, красиво, блин, ё-моё. О, вон-ка, ребят, смотрите, сразу стынет махом. О, глубина вообще маленькая. Раз, два, три. Палец поранил. Вон какая глубина с-подо льда. Так и сделаем. Ничего страшного. Щуки любят такую глубину. Я уже убедился сам. Уже стынет. Ё-моё. Так. Что там у нас? Эти хоть доехали, нет? Эти хоть доехали, нет, живчики? Вроде как доехали, ребят. Ну, прохладненько, прохладненько. Ничего не скажешь. Давай. Все, и что, закопать надо. В любом случае закопать. Такой морозяка. Ночью даванет опять 30-ку. Так что закопаем. Так, друзья, ну что, вот у меня есть экранчики. 3 штучки. Купил я их. Что-то они стоят 150, что ли, рублей. Не помню уже. Да, вроде. Поставил леску сюда. Так, там ничего не было. Вот. Такой получается экранчик. Я уже ставил его в этом сезоне на живца. Но ничего не поймал. Вот. Так, ну что. 20-ка и чья. Пробуем отпустить его. Так. Вроде ушел. Открылся, не открылся. Вроде открылся. Да. Угу. Все. Лунку также засыпаю, ребят. И какую-нибудь веточку сейчас сюда поставлю. Будем знать, что здесь экранчик. Вот это лед, бля. По самому рукоять, бля. Да. Друзья мои. Как-то так. Сегодня у меня вот как-то так получается. Но я говорю, не запланированно выехал. Да и поехал отдохнуть чисто. Надо башку на место поставить. Надо подумать кое о чем. А чтобы нормально, грамотно это сделать, это в одного, ребят, в тайгу самое оно. Так, значит, ну что там, жерлички, ребят, 3 штучки. Вот. И вот здесь, там и здесь 2 у меня. Здесь пробовал, там пробовал. Мелко. Экрану не дает подняться, раскинуться. А так, ребят, красота, смотрите какая. Просто прелесть. Таежная речка лесная. Круто. Ну, недавно здесь люди были. Заезжали. Все, что, едем на избу. Надо протапливать. Посмотрим, в каком состоянии вообще она. В последнее время у нас народ вообще с ума сходит. Печки воруют, блин. Бред, короче. Напилим дрова, избенку протопим, пообедаем. Потом приедем, посмотрим, как тут обстановка. Может, попадется живец. Еще поставлю. Ну, как-то так, ребята. Ладно. Не с пустыми руками все равно приехать на избу, что-то охота порыбачить. А так с удочкой сидеть. Не, я нарыбалился пока. Весной будем на удочку рыбачить. Все, топаем к избе, ребята. 4 лунки косача только видел. Маловато что-то.
А вот река Таежная идет. Ямы, перекаты, ямы, перекаты. Вон здесь перекаты видно. Ну, блин, дорогу нормально они тут натоптали. Канистру потеряли. Пацаны. Под бензина, наверное. Ну вот она, красотка. Привет. Привет, родимая. Порхалище здесь даже, ребята, представляете? Косач или глухарь, ну, крылья большие. Тут осадился. Вот он, вук-вук-вук-вук-вук. Прям сюда. Круто. Да, ребята здесь были. Дрова вон тут какие-то даже. Ну что, изба пустит, нет? Привет, родная. Как дела? Ну, тут по уму все, ребята. Хорошие люди заезжали. Все подвешено. Вот посуда наша, с которой мы с Лариской завозили. На столе порядок. Все шикарно. Изба промерзла, конечно. Но это сейчас все исправим. Это все исправим. Дров, походу, море тут завезли. Ну, мы тоже привезем. Пиво брал. Не зазря. Отлично. Снежок сейчас почистим. Круто. Фух, наконец-то снял замороженную. Вот это, ребят, правильный порядок. Когда вот приезжаешь, надо быстро-быстро истопить печь. Дровишка вот есть. Сейчас вот мне не надо сейчас заморачиваться, где-то искать их. Затоплю, а потом спокойно уже буду их искать. Так что вот это надо всегда, ребята, оставлять сухих, вот именно сухих. Сейчас была буря или мороз сильный, я бы сильно-сильно замерз, мне надо быстро согреться. А вот это должно быть так. Сухостой смолячок, ребят, заготовлен. Шикарно. Сейчас затопим, чтобы изба прогревалась. Такие морозы стояли. Изба промерзла. Давно здесь не топили. Сейчас пока все это сырость, влажность, этот запах. Протопим. Станет хорошо, уютно.
Вон, ребят, видите, газ подводит. Мороз такой. Не зажигается, не пшикает. Коры надо. Солнышко. Как тебя давно не было. Аж такие цвета. Снегом, ребят, забило трубу. Тяги нету. Надо залезть, что ли. Пробило, ребят. Засыпало, блин. Да, ну что, такие ураганы были, конечно. Пошел дымок, пошел. Вроде пошла возня. Пробило. Нормально. Так, чайники нам не нужны. Повесим. Все, можно и перекусить, наверное. Набрали. Ребят, сумка-холодильник, да? Ну, как бы такая сумка-холодильник для лета. Но она также подходит и для зимы, для морозов, ребят, понимаете? Смотрите. У меня лучок, помидорчики, все живое. Сметанка, масло, ничего не замерзшее. Все круто выглядит. Вот дома брал, так и есть. Так что она как бы и летом спасает, и зимой спасает. Так что имейте на вооружение. 26 литров. У меня даже здесь аккумулятор, ребята. Ну, конечно, надо отдельно прикупить. Но я так положил, чтобы, думаю, мало ли. Потому что колом встает все. Вон картошка, все живое, ребята. Шикарно. С сырком сейчас бутерброд сделаем. Вон хлеб, ребят, не замерзший. А тут на таком морозе хватает пару часов, и все колом станет. Так что сейчас чайку, перекурим, отдохнем, посмотрим, что-то как, печка вон зажужжала. Пока не закрываю, чтобы светло было, да, дым попал сюда. Пока тяги не было. Ну, тяга вон поперла. Шикарно. Давайте, друзья, горячего. На морозе прям захватывает. Буришь, но как бы все равно начинаешь как бы дышать плотно и чувствуешь по легким, прям вот морозный воздух дает. Аж прям, ну, дышать больно. Ну, вот, прошло часа 3, наверное, 4, как-то положил в сумку. Все теплое. Ну, так темно. Надо свет включать. О, горячий чай, ребята. Просто так
Такой он вкусный становится. Ну чё? Сейчас избу протопим. Тепло станет. Обед приготовим. Пообедаем. Печку топлю, тепло уходит. Темно в избе. Маленькое окошко, и то вон все виднее, ребята. Ладно, чуть чайку попили, ребят. Пойдем посмотрим обстановку, что с дровами. Сколько дров надо заготовить. Поблизости может что есть. Ну, тут у ребят еще пиленных, все под снегом, надо поленницу сложить культурно, чтобы все в порядке было. Что у нас время? Телефон вроде сел, ребят, замерз. Да, телефон сел. Хрень, полная зарядка была в кармане. Замерз. Так, друзья, ну что, в целом, вот у них немножко тут оставалось, у пацанов, наверное, березка и вот сушина где-то вот они пилили. Березку вот они пилили, сразу здесь. Береза загнулась, упалась, вот они начинают ее кромсать. Но она через пару лет сухая будет. Так, вот такая избенка, ребят. Такая проходная. Сруб еще хороший, но вот немного рассохся. Есть щели, конечно, надо бы вот этим делом заняться. Вот у двери щель есть, хорошая такая. Вот прям здесь тяга выходит тепла. Открытый фронтом, ничем не закрыт, к сожалению. Старая резинка там наверху. Небольшой инвентарь там. Пилы, грабли, бензин, даже есть чага, кусок, ребята. Можно чаги вечером заварить, попить. Вот. Вот они делали на предбанник выход. Вот такой. Но, к сожалению, закончилось на всем этом. А вот. Вот здесь подкова, ребят, река вот тут и проходит. И вот там за избушкой проходит река. Ну, говорю, река такая интересная. Можно здесь поймать рыбы. И причем неплохо. А так, вот такое место здесь, ребята. Здесь вот костровище. 2 стола даже.
2 стола, скамейки вокруг. Вот. Вот такая прибуда. Ну, готовить, если на печке же не будешь готовить. Вот. Ну и все на этом. Больше показать нечего. Печка топится. Баня промерзла, изба капитально. Все, тут поковырялся, достал. Ну вот сырые с перемешку на ночь будем, потому что сырые они тлеют и потихоньку горят. Не так быстро, а сухие они махом сгорят. Вот такая здоровая береза вековая стоит. Одна вот рухнула. Здоровая тоже. Ладно, прокачу сейчас, посмотрю дрова. Вот видно, подняли березу, сохнуть. Будем смотреть, ребят, сейчас. Что-то тут поблизости-то, наверное, ничего нету. Надо сказать, им прокатиться, скататься. Сгоняем. Посмотрим по окрестности. Да, собака замерзла уже, ребят. Кстати, кофр греется, ребят. И в сундуке тепло становится. Это хорошо. Один березняк, блин. Ничего такого нету интересного. Вот такие пятаки тоже дичь любит. Вон, смотрите, ребят, как проваливает. Охренеть. О, ребят, смотрите. В болоте попал. Просто садится. По бубенцы просто. Вот задний ход, ребят, он помогает. Блин, залез. Видно же тут хрень какая-то. Я думаю, попробую, блин. Ладно, сейчас выведем. Хрень, вот это брюхался, блин. Ё-моё, смотрите, вот так. Просто мягкий снег. А без реверса бы здесь стал просто. Фух. Нифига, ребят, березняк один, ё-моё. О, белка. Может, на болоте сушина стоит какая-нибудь, одиночка. Да, снега, ё-моё, блин. Охренеть просто, ребята, вон она гуляет, вот это ионные следы. Только-только, вот она там прошла, прыг-прыг-прыг, вон она, ребят, видите, на березе подскакала, вон она, красотка. Девочка, блин, не видно, наверное, ребят, вон. Оп, вон она, вон она, вон. Сейчас будет перелетать, наверное. Вон она. Красивая такая. Ну вот. Мне уже скучно не будет. Белочка здесь. Как полевочки. Семена вот эти кушают. Вон, видите? Репейник сыпется, и вот они вот эти вещи кушают. Вон, везде. А вон, смотрите, какой шиповник, ребятки. Ох, надо заскочить потом. Щагой заварить. Смотрите, сколько лунок нету косача. А не, вон он. Вот и луночки возле шиповника. Вон они свежие. Вон сколько их, ребят. Видите? Я опять сел, блин. Ё-моё. Вот это снег. Охренеть.
Ладно, раз заехали. Вот вход у него, ребята. Вот выход. Вон там фекалии, как обычно. Раз. 2, 3. Сегодняшний вход. Вот заныряет. Ну снега что тут, классно ему. Прям в шиповнике, вон, смотрите, они сидели. Кушали сразу. Сушины есть там далеко. Ну как мне в болоте их достать? Что творится? Вообще невозможно. Это свежий, но он не уплотнился нифига. Реверсом вот это хорошо. Вот так потихоньку и выкарабкаю сейчас. Тяжело, конечно. Много накидало снега. Пухляка. Плюс здесь везде кочки. Цепления нету. Где-то вообще воздух под снегом. Охренеть. Блин. Придется где-то в лесу искать поблизости. Потому что, ну вот там стоят. Ну как я туда пойду? Вообще никак. Оказался не успешен. Охренеть, блин. Вот так, ребят, смотрите, вот снег. Вот так загонял по Кофорт. Вот так. Вон даже есть отметки. Это вот собака тонула. По пояс, блин, свежака. На болоте, да, такие есть. Это проверено уже. Вот ты вперед его загоняешь. И все, он встает. И вот надо чуть-чуть назад. Соответственно, у тебя нет реверса. Ты собаку протаскиваешь сам. Это совсем другая история. Ладно, что, сейчас подумаю, как быть. Придется березу, наверное, сухую шмякать. О, в избушке уже тепло. Походил, ребят, тут по краям. Ну, пешком. Ну, ничего такого интересного. Ну, правильно, надо конкретно дрова заготавливать. А тут приехали, заготовили для себя и уехали. Вот потом думаешь, как что, березу тут попилю, которая упавшая. Придется как-то так. Ночью будет тридцатка, конечно. Я думаю, не замерзну. Но дрова заготовить надо, конечно, в любом случае. Вот тут у ребят остатки какие-то. Попилю тоже все. Поленницу сложу. А тут уже будем смотреть. Я еще брикетов, палетов привез, упаковку, ребят. И упаковку там 5-6 штук остатки у меня. Я думаю, протянем нормально. Цепочку новую поставил. Все промазал, почистил. Что ты не хочешь? Ребят, сухая вроде. Нормально. Пойдет. Вон, даже без коры даже. Отлично. Опа. Здесь накидаю. Подъеду потом.
О, сейчас поколем. Нормально будет. Береза, она вон сухая. Сухая полностью. Фу, ребят, взмок даже, блин. Термуху сегодня одел еще под низ. Обычно термуху не одеваю. Что-то дорога длинная. Половину идешь по, ну прям по дороге хорошей, летишь. И думаю, продует нафиг. Лучше пристыковаться. А тут тепло прям. Потею чувствую. Ну ничего, жарко себе не ломит, как говорится. Не знаю, ребят. Такая она какая-то береза. Сухая. Но влага в ней тоже есть. Видно, она промерзла после морозов. Не знаю. Вроде горят вон. Закинул вон. Начали шаять. Давайте, братцы, будем. Блин, днем, ну, днем как бы светло еще, а в избе темно. Окно полностью промерзло. Жесть. Вот. А так вон печурка шает. Нормально. Надо телефон поставить на зарядку. Не знаю сколько времени, даже не ориентируюсь. Тайга, да. Тайга, конечно, удивляет. Всегда все по-разному. Погода, метели. Бывает так, бывает так. Всегда все по-разному, ребят. Нормально. Снега вот так просто рухается. Просто не держит. Если куда-то пересекать какое-то... По лесу идет нормально. Поле, болото. Вот там качкарники и там пусто. Идет, сел. Цепляться нечем. Воздух там внутри. Все, садится. Ну, с реверсом куда ни шло. Так бы
Там еще то удовольствие, ребят, его дергать. Когда вот так сам стоишь, вот так по снегу, по яйца, по бубенце. Ладно, что-то на горячего, ребят, охота. Перекусить, да съездим, посмотрим экран, что там у нас есть. Живец есть, нет. Если есть живец, ставим жариться дальше. Бур там я все оставил, кан там все оставил. Если нет, ну значит нет. Психология тайги, ребят, сегодня у нас. Я же вам сказал. Иной раз прям так охота приехать вот так и просто тупо посидеть, побыть. Да, охота мне. Костер. Ну, до костра еще далеко. Вот спасает избенки. Да, чужая, да, не своя. Да, вот как-то так, проходная. Но все равно, как бы ни было, ребят. Скоро будем на свою ездить, я думаю. Приехал так в любое время. Собрался, поехал. День, ночь. Январь, февраль, без разницы. Поехал. Просто поделал дела какие-нибудь, переночевал. Те же дров заготовил. Полениться. Ребят, я сегодня взял освещение кемперское. Сейчас мы достанем. Соединим все. Переходничок есть, ребят, на 220. Прикольная штука, мне нравится. 5 лампочек можно развесить прямо здесь по всей избе. Запасной еще тут, сколько я не помню уже, ребят, бухта. Сейчас мы развесим, и будет у нас классное освещение. Так, ну что, будет свет. Так, это тоже мы вкручиваем. Вот. Не знаю, третью можно тоже, ребят, вкрутить и уже там поставить. Но я думаю, третья нам не нужна. Вот так сделаем, ребят. А это вот стандартное освещение. Сюда к печке подвешу. Когда надо будет подкладывать печку, вот, я его буду включать. Это над столом будет. Это, в принципе, спальная зона. Ее видно, все хорошо. Вот. А здесь под печечку, когда будем подкладывать, вот здесь у меня тоже включил, видно дровишки, все как в лучших домах. Горячего. Картофанчика, наверное, ребят, да? Картофанчика никто не отменял. Пожарим картохи немного с лучком, с зеленью. Так, немножко 3-4 горячего. Картохи так захотел. Вот сметанка есть. Черным хлебушком. Ого будет. Комбез сниму, ребята. Жарковато. Так, попросторнее будет. Включу телефон, ребят, 2 часа дня. 2 часа дня. Так, у нас еще есть светового дня около 3 часов. Снег. Около 3 часов есть. Так что шикарно. Сейчас быстро пообедаем. Приготовим, пообедаем. И поедем смотреть. Интересно мне. Ну, мы здесь ловили, ребята, ловили. Мы с Женьком тут сколько раз были. Ловили мы здесь ельца. И неплохо. Но он тоже, зараза, год через год почему-то здесь. В прошлом году мы здесь вроде с Лариской только приезжали. Вот посуду, кстати, привозили сюда. Тоже я по камере рыбу смотрел, по подводной. Так мы ничего не увидали. Здесь просто отдыхали тоже. Тоже прошлый год Женьком здесь мы достойно рыбалили. Так что
картошки, ребят, головка лука. Посуду я ложу свою. 3 котелка, ребята. Да. Сковородочки. Кстати, Лариса Юрьевна опять сделала подгон мне. Вот такую сковородочку, ребят, подарила. Новую. Вот так, чтобы она снималась. Вот, хопа. Вот, ребят, взяла для ухи. А тут, говорит, ложками, говорит, постоянно. Спасибо. Кстати, она, это тоже ионная. Вот уже вся в дугу такая стала. Ну, она исполняет свои качества. А это такая поглубже, ребят, чтобы можно было запечь что-нибудь. Ну, это вот для супа. Так что посуду у меня, ребята, целая сумка. Ну что, плиточку достанем. На плиточке быстро сделаем, чтоб... Так, что у нас? Газик нужен, да? Ларискин достану. Шефа. Пошинкуем Ларискиным. Как-то соломочка или что так. А так пошинкуем. Так, солишки немножко. Опа. Свою уже не стал доставать. Соли здесь вот сколько надо, блин. И сметанки, ребята. Поджарилась уже. Хорошенько так. Сейчас как в соусе будет. Ну все, братцы, бигульме готово. Так, сметана, картошка, сыр. Сейчас перекушу немножко горячим. Огонь. Много щелей, конечно, по избе видно. Вон пенили даже люди. Ну, птицы, наверное, вытаскивают потом мох. Надо за этим следить.
Я и говорю, тут одни заехали, вторые заехали. Поночевали, вторые поночевали. Порядка особо нету. Не, относительно, если, допустим, у меня есть изба, и люди приехали здесь, переночевали, я ничего против не имею. Ну, если ты приехал, оставь за себя порядок. Там, все как должно быть. Я думаю, так. Картоха вкусная, ребята. А что не может быть вкусного, да? Обед, ребят, шикарен, конечно. Вроде так охота была. Тут что-то бам-бам-бам. Особо и не лезет уже. На эмоциях, на кислороде. Круто. Вообще круто. Чай попьем. Сгоняем, посмотрим. Тут надо вечером посмотреть, косачи живут здесь, значит. Возле шиповника прям ныряют. Прям в шиповнике, ребят, представляете, сколько этих лунок. Они еще там по ходу пьесы подхавывают. Да. Красивая птица, конечно. Нравится мне охота на такую, когда вот в шалаше, когда возле тебя они вот эти песни поют. Блин, вообще. Самая она такая красивая охота. И ну раз сидишь, уже расцветает, ну, надо уже брать в любом случае. Как правило, там, ну, одна птица, как бы. Если ты стреляешь, то они улетают, потом они уже не возвращаются. Как бы, ну, сегодня уже точно нет. Да, знаю, то, что некоторые с одного выстрела двух берут, когда они вот драться начинают, стреляют по двум сразу. Ну, раз замираешь прям просто, ребят. Ну, стрелять прям неохота. Было дело, я вот. Блин, красота, конечно. Красивая птица. Какие песни поют они, ужас. Ладно, что сейчас съездим. Посмотрим. Блин, главное, чтобы попалось хотя бы 2-3 рыбки, чтобы еще поставить жалиться. Тут все-таки налим бывает. Ну, тут не крупная. И щука тут не крупная, до килограмма. Но есть как бы особи. Ну, и налим как бы. Ну, не знаю. Так, чисто. Для разнообразия. Я вон тут сижу, кайфую. На улице, ой, прелесть, ребят. Солнышко. Вообще, без вариантов. Хотели с Лариской съездить. Такие морозы. Ночью будет холодать, утром, завтра опять будет утренник. Не знаю, завтра рано, не рано. Ехать, не ехать. Дождаться обеда, уезжать. Ладно, разберемся.